Дорогие друзья, и снова вокалисты Якутии собрались на второй республиканский песенный интерактивный конкурс «Вот это да». Этот прекрасный проект организован телекомпанией «Якутия-24» при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, а также при поддержке медиакомпании «Алмазный край». Сегодня наши участники подготовили прекрасный праздник песенного мастерства, и с каждым из вас они готовы поделиться своим творчеством. Первый конкурс состоялся в 2023 году. В нем приняли участие десятки талантливых исполнителей из Нерюнгри, Алдана, Мирного, Ленска, Алекминска и города Якутска. В нашем интерактивном песенном конкурсе могут принять участие жители Якутии от 18 лет, которые любят петь. Сначала проходят районные туры конкурса, где определяются два победителя. Один по мнению профессионального жюри, второй по мнению телезрителей. В течение недели можно проголосовать за понравившегося участника. Победит вокалист, набравший максимальное количество голосов телезрителей. На финал конкурса, который состоится в Якутске, в прямом телеэфире приедут все победители районных туров. И снова победа достанется двум вокалистам. Одному по мнению жюри, второму по выбору телезрителей. Напомним, одним из победителей финала первого конкурса стал как раз участник из Мирнинского района Султим Дашипылов. Сегодня он поет на сцене театра оперы и балета Бурятии. Второй победительницей конкурса, по мнению телезрителей, стала вокалистка из города Ленска Анастасия Гришина. Генеральный спонсор нашего конкурса. Полиметалл – один из лидеров по добыче драгоценных металлов в России. От геологоразведки до эксплуатации производств. В Якутии компания реализует два крупных проекта – на Нежданинском золоторудном месторождении и серебряно-полиметаллическом месторождении в Верхоянье. Самая главная ценность для компании – это люди. Вот это да! Снова на сцене Мирнинского театра. Ну а мастерство наших конкурсантов поможет оценить профессиональное жюри. Именно от их мнения зависит победа одного из участников. Айкота Степанова, директор управления спорта, культуры и молодежной политики города Мирного, отличник культуры Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Мирнинского района. Алексей Михеев, преподаватель детской школы искусств города Мирного. Председатель жюри Стас Олесов, отличник культуры Республики Саха-Якутия, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств. Сегодня мы узнаем, кто в Мирнинском районе станет победителем конкурса, по мнению нашего жюри. Второго победителя, дорогие телезрители, определите именно вы. С начала нашего эфира началось СМС-голосование. За понравившегося участника можно проголосовать, отправив слово «ход» на короткий номер 5533, указав номер участника. Наш конкурс открывает галантный мужчина Андрей Гуков, штурман Мирнинского авиапредприятия. Давайте поддержим вместе. Здравствуйте, я Гуков Андрей Валентинович. В настоящее время работаю штурманом Мирнинского предприятия. Решил принять участие в прекрасном конкурсе «Вот это да». Ну, поскольку есть некоторые данные, в свое время участвовал в художественной самодеятельности, работая в авиакомпании «Алруса». Очень люблю петь, очень люблю фотографирование, путешествия. В общем, такой подвижный образ жизни стараюсь себя вести. И поэтому, чтобы не забыть свои вокальные данные, я решил принять участие в этом конкурсе.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd been sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we say our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embrace and dance away. Everything that night we'd been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embrace and dance away. Everything that night we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Do-dee-do-dee-do, da-da-da-dee-da, da-da-da-da-da. Это был наш участник Андрей Гуков. Андрей, знаю по себе, что открывать мероприятие всегда сложно. Скажите, честно, волновались ли вы и насколько сильно? Ну, естественно, волновался. Это обычное, скажем так, состояние перед выходом на сцену. Просто, может быть, уже в чем-то привычное, поскольку уже 10 лет участвовал в самодеятельности в авиакомпании «Лароса». Скажите, сколько лет вы уже поете? Потому что невозможно не оценить качество вашего исполнения. Я вам даже скажу точно, с 2001 года. Больше 20 лет. Больше 20 лет. Ну, тогда у меня вопрос, почему именно эта композиция? Почему выбор пал на эту песню? Красивую, безусловно. Красивая песня, в чем-то оригинальная, поскольку ну да, есть определенная доля оригинальности. И, скажем так, просто воспоминания о Соединенных Штатах, когда я там путешествовал. Я думаю, что прекрасная представительница из состава нашего жюри Айкота Николаева непременно оценила такое романтичное выступление. Вам слово. Добрый день, Андрей. Добрый день, зрители. Вы, превосходно выполнили эту композицию, исполнили. Ну и, конечно, хочется, сказать очень много хорошего, приятного, но как член жюри я обязана это говорить, да, какие-то недочеты, какие-то, может быть, недостачи. То, что касается исполнения, конечно, песня, конкретно подходит вам, да, но мне немножко не хватило того, что вступление, бывали такие моменты, когда не вовремя вступали прямо с музыкой, допустим, да, немножко бывали такие моменты, когда вы немножко не слушаете музыку. Иногда нужно там, где имеется в виду, не те ноты брали, можно так сказать. А так, в принципе, ваш внешний вид и все прочее, такие эмоции вызывает положительные. И, конечно, участие в таком конкурсе, это само говорит о том, что человек был смелый. И удачи вам.
Алексей Анатольевич, мы хотели бы услышать ваше мнение. Андрей, здравствуйте. Ну, были, конечно, какие-то там технические недочеты, но в основном выразительно, с каким-то шармом, честно говоря, мне понравилось. Вот это да. Завершающее слово за нашим председателем, жюри Стас Петрович. Ваше мнение авторитетное. Андрей Вадимович, здравствуйте. Ну, мне лично выступление понравилось. Так вышли так гордо и спели такую красивую песню. Франк Синатра — это всегда классика. И, эта песня такая о любви, о красивой любви, о воспоминании, да. Вот, я видел, вы рассказывали эту историю, правильно? И заметно, что вы много выступаете. Я хочу сказать, что дальше продолжайте. Спасибо вам. Дальше пойте. Ну, а я хочу напомнить для наших телезрителей информацию. Кто хочет поддержать Андрея Гукова, может отправить номер 1 на короткий номер 5533 со словом «Ход». Голосование будет длиться неделю и закроется уже в пятницу вечером. Ну а мы давайте проводим нашего участника. Что могу сказать? Я очень рад, что довелось участвовать в таком интересном конкурсе. Вот. Чем-то он напоминает, как раньше было «Алло, мы ищем таланты», что-то похожее такое. Очень такое интересное. И я очень польщен, что мне довелось участвовать в этом интересном конкурсе. И я желаю остальным участникам удачи и победы. Немножко, конечно, легкие недочеты, понятное дело. Я все-таки не профессиональный певец, но стараюсь, как могу, так стараюсь. Так что будем совершенствоваться дальше. Так что, как всегда, легкая критика, она всегда полезна. Наша прекрасная конкурсантка Аяна Токарева приехала к нам из селения Орлах Мирнинского района. Аяна с детства любит петь, и сегодня она прививает это прекрасное чувство детям в детском саду, где она работает музыкальным работником. Здравствуйте, меня зовут Аяна Токарева, и я представляю село Орлах. В этом конкурсе я принимаю участие впервые, в таком у меня опыта еще не было. Об этом конкурсе я узнала от коллег. Работаю я в Андо Алмазик музыкальным руководителем. Участвовала в многих конкурсах, как в зарубежных, так и в республиканских конкурсах. Занимала призовые места и решила поучаствовать. Всем участникам я желаю удачи, но пусть победит сильнейший. Любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко полюбить на ней. Зенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди
где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Аяна Токарева, наша конкурсантка под номером 2. Я думаю, наши телезрители уже оценили ваше прекрасное исполнение. Аяна, можно ли сказать, что наш конкурс, вот это да, ну не первый в вашей жизни, наверняка были еще и другие, учитывая ваш послужной список серьезный? Да, это не первый конкурс. Участвовала во многих конкурсах. Был руководитель хороший. Ну и я добавлю, наверное, образование позволяет, профессиональное. Ну, как, образование, да, позволяет. Но я бы не сказала, что я такой профессиональный певец. Давайте мы послушаем мнение нашего жюри, которые дадут профессиональную оценку. Кто начнет? Давайте, наверное, Алексей Анатольевич, вам слово. Аяна, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле это было так здорово, честно говоря. Вот я сейчас даже пытаюсь найти какие-то недочеты, и вот не за что даже уцепиться. Спасибо. Все Спасибо. было прекрасно. Я заметила улыбку, которая не сходила с нашей Айкоты. Николаевна, пожалуйста, ваше мнение. Ну, добрый день еще раз. Аяна, добрый день. Значит, хочется, конечно, выразить свое восхищение, сказать вот это да. Но великолепное, конечно, исполнение, прекрасное исполнение, как я, наверное, повторюсь. Но, тем не менее, мне немножко почувствовалась как бы зажатость, видимо, из-за такого... переволновалась, может быть, да. Есть такое, чувствуется, но в целом все восхитительно, великолепно, молодец. Спасибо. Стас Петрович, ваше мнение. Я тоже согласен с коллегами. Очень красивый тембр, скажем, очень красивый голос. Да, действительно чувствуется зажатость. И, мне кажется, новый репертуар, поэтому вот песня-то такая знакомая, такая зажигательная песня, да, всеми нами любимая песня. Вот мне не хватило вот именно актерского мастерства вот песни. Больше общения, больше подачи песни. Вот этого мне не хватило сейчас. Вот если будешь продолжать эту песню петь, наверняка ну, это придет. И желаю удачи, не останавливайся. Я знаю, вы сейчас скромничали, что не очень красиво пою, а на самом деле хорошо поете. Продолжайте. Спасибо за выступление. Хорошо, спасибо большое. Стас Петрович сказал, что красивый тембр. Я считаю, что еще и красивая внешность, точенная как фигурка. И кто из наших телезрителей хочет поддержать нашу участницу, может отправить цифру 2 на короткий номер 5533 со словом «ход». Да, оценками довольна, и я знаю то, что у меня кое-какие моменты там были недотянуты. А так, в целом, мне нравится эта песня, я спела ее как смогла, от души. Из-за того, что репертуар новый, да, сложновато немного. Но, мне кажется, я справилась. Я вот такие люблю, такие вот прям зажигательные, драйвовые, чтобы весь тембр был слышен, весь голос. Люблю поорать, я не люблю спокойные песни.
Следующий наш участник Федор Василиогло. Он прибыл к нам из поселка Чернышевский. Примечательно, что работает преподавателем в кадетской школе, ну а все свое свободное время посвящает вокалу. Здравствуйте, меня зовут Федор, мне 37 лет, и я представляю ДК «Вилюйские огни» поселка Чернышевский. Музыка сопровождает меня с юных лет. Я ходил в музыкальную школу, ходил на хор. Когда мне исполнилось 16 лет, я попробовал себя в рок-музыке. И по сей день играю и являюсь вокалистом группы Real Action. Дома у меня осталась жена, маленькая дочь, которой 3,5 года. Я ее люблю и обожаю. И хотелось бы отметить, что пение является для меня хобби, но пою я всегда от сердца и в первую очередь для вас. Желаю всем конкурсантам сегодня хорошо выступить и пройти финал. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как беречь вашу веру на разрытых могилах? Ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, возвращаясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Да куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца.
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Федор, такое исполнение, такая по-настоящему мужская композиция. У меня во время исполнения, вот за сценой, вот все время мурашки были, бегали по коже. Скажите, вы сами довольны вашим исполнением? Да, вполне. Если честно, волновался за сценой, думал, получится гораздо хуже. Но мне очень понравилось, как у меня получилось. Слава Богу, ваши мысли не оправдались. Ну, давайте мы вместе теперь услышим мнение нашего жюри. Алексей Анатольевич, вам как мужчине мы дадим слово. Федор, здравствуйте. Добрый день. Вещь прекрасная, патриотическая, такая серьезная, всем знаменитая. Спели вы ее, в принципе, эмоционально. Но вот то, что у вас одно подпортило, что всегда обычно говорят, что начинать надо уверенно. Вы его чуть-чуть скомкали вступление. Начало. И ощущение только в середине, в принципе, я услышал, что вы пытались показать в этой песне. Эмоционально выступить. Но как-то скромненько начали. На будущее возьмите это на заметку, хорошо? Хорошо, спасибо. Айкота Николаевна, вам слово. Ну, конечно, исполнение великолепное. Хотелось бы, конечно, в защиту, наверное, Федора выступить. Выступление действительно хорошее, так скажем, да. Песня выбрана не зря, конечно, очень актуальна в наше такое время, да, патриотическая, именно про Россию эта песня. Ну вот я не согласна немножко с Алексеем Анатольевичем по поводу того, что первая часть песни, наоборот, мне понравилась. В том плане то, что передача песни была очень эмоциональная, я поверила вначале. А потом уже после началось уже немножко такое скомканное. В том плане то, что, видимо, сильно долго шло песня или что-то, либо что-то немножко не хватило, диапазона не хватило немножко, потому что песня такая, которая, да, именно показывает диапазон. Здесь, получается, вторая часть песни немножко мне не хватило вот именно того, что верхушек чистеньких, чтобы, да, такого нету. Ну вот, силы голоса не хватило. Ну и как бы вторая часть, ну, немножко не поверила. А так, в целом, исполнение хорошее. Спасибо большое. Спасибо. Благодарим за мнение, Айкота Николаевна. Ну а теперь мнение председателя. Стас Петрович, вам слово. Давайте я между ними, наверное, встану, потому что, да, действительно, вначале как-то присутствовало волнение, да, заметно было, вы волновались, а потом уже в середине песни как-то уже нашли себя. Да, песня такая актуальная, песня патриотическая, хорошая песня, известная песня Олега Газманова. Вообще, если вот я, например, да, когда вот такие песни поют, надо вообще, скажем так, переживать вообще полностью, от начала до конца. Вот, я всегда всем говорю, и, соответственно, вот и технически надо, очень много чего надо делать вообще, когда вот поете такие песни. Потому что зритель слушает такие песни и, соответственно, воспринимает, соответственно, если вот технически обогащен,
соответственно, ближе, быстрее воспринимает. Вот мне не хватило что? Мне, во-первых, техническая сторона, да, но это, наверное, приходит со временем, скажем так, и, соответственно, эмоциональность. Вот, наверное, вот Айкота Николаевна заметила, что в конце не хватило чего-то. Вот, да, мне эмоциональности не хватило. Вот, там есть такие моменты, кульминационный момент, да, так, а там бридж отдельный есть. Вот в этих моментах надо было как-то выделить сильно, эмоционально там, и так далее. Вот этого чуть-чуть не хватило. А так, в целом, я хочу пожелать удачи, не бросайте это дело. Вообще здорово. Благодарю, Стас Петрович, за мнение. Ну а я напомню нашим телезрителям, что с начала проекта действует СМС-голосование. И все наши телезрители могут поддержать нашего участника Федора Василиоглу. Для этого достаточно отправить слово «ход» на короткий номер 5533. Ну и, конечно же, указать номер участника. Номер 3. Ну, в предзакулисье мандраж, он всегда присутствует, никто его близко не отменял. Но когда вышел на сцену, сразу расслабился и попытался исполнить все для жюри, для зрителей. Ну, надеюсь, что у меня все получилось хорошо. Дома болеет моя жена, моя маленькая дочка. У меня также есть рок-группа. Я уверен, что и мои друзья по моей группе также будут болеть за меня. И коллеги с работы. Проект «Вот это да» собрал вокруг себя абсолютно разных участников, как по социальному статусу, так и представителей разных профессий. Наша следующая участница является ассистентом стоматолога. Кроме того, она танцует в ансамбле, но и в свободное время увлекается вокалом. Сегодня мы услышим прекрасную Сесек Мандагаеву. Здравствуйте, меня зовут Сесек, что в переводе означает «цветок». Я родом из солнечной столицы Республика Бурятия Тумкинского района. Я замужем, у меня 2 замечательные дочки, Адиса 14 лет, Амрсану 7 лет. 3 года назад мы переехали в прекрасную Якутию, город Мирный, что нам дает алмазная столица очень много возможностей, мы очень благодарны. Я работаю в компании «Алрос» в медцентре, ассистент стоматолога. Увлекаюсь спортом, волейболом, плаванием, баскетболом и увлекаюсь вокалом. И благодаря этому я нахожусь сегодня на таком интересном, замечательном проекте. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся спиной медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутит они, стараясь, вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или 2, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для твоих влюбленных много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман крутиться, белый как медведь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля.
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, одинную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся спиной медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. ССЭК, прекрасное исполнение, эмоциональное. Мне кажется, и я, и зрители, мы все попали в детство наше, а кто-то в свою молодость. Скажите, вы сами подбирали ваш образ или вам помогали кто-то из стилистов, дизайнеров? Я сама подобрала образ, вот буквально вчера все это собрала. Волновались? Очень, очень волновалась. Я думаю, что это было незаметно. Давайте послушаем наших жюри. Мне образ так выбрали, подобрали. Здорово вообще выглядите. Ну, скажу, песня такая тоже вот знаменитая песня, всеми нами любимая песня, да. Я слышал эту песню вообще, скажем так, много раз. Разные исполнители исполняли эту песню. Скажем, актерского мастерства тут много не хватает. Тут, скажем так, песня выглядит как-то чуть-чуть сыровато, именно исполнение, да, и поэтому наверняка не хватило вот этого всего, подачи, актерского мастерства, вот. А так, такой, для начала, конечно, хорошо. Хорошо начали, уверенно начали, а потом в середине песни где-то уже присутствовало как волнение. Не знаю почему, видел, в глазах уже была неуверенность там и так далее, да. Вот, ну, не отчаивайтесь, дальше пойте, красиво выглядите. Воспитатель детского сада, да? Ассистент стоматолога, я медсестра. Медсестра, еще поющая медсестра. С такими песнями встречают в стоматологической клинике. Я бы хотел присутствовать. Я думаю, что вам просверлит. Спасибо. Спасибо. Ну, продолжайте, пойте и работайте. Удачи, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Стас Петрович. Ну а мы хотели бы услышать мнение Айкоты Николаевны. Добрый день, ССЭК. Мне приятно было сегодня увидеть вас, стоматолог тем более, да, на этой сцене. А мне, ну, давайте я буду сегодня исполнять роль хорошего полицейского. В смысле того, что я благодарна вам сегодня за великолепное исполнение песни. Красивая девушка в красивом наряде вышла, исполнила великолепно песню. Ну и, конечно, я не буду ничего такого плохого говорить, тем более девочка мне понравилась, как будто каждый день на сцене вот поет песню. Такое ощущение было. Мне всего хватило. Спасибо. Желаю удачи. Спасибо большое, Айкота Николаевна. Ну и завершающее мнение нашего уважаемого Алексея Анатольевича, пожалуйста. ССЭК, здравствуйте. Вот если честно, мне ой, как понравилось. Молодец. Есть какие-то там, может, где-то и технические недочеты, но в общем, вы молодец. Такая уверенная. Не у всех это увидишь. Спасибо. Я напомню, что с начала нашего проекта действует СМС-голосование. Для всех наших телезрителей, кто готов и хочет поддержать ССЭК, достаточно отправить слово «ход» в СМС-сообщение на номер 5533 с порядковым номером 4. 4 – это ССЭК Мандагаева.
целом я очень довольна выступлением. Для меня это первый опыт, и я думаю, что для первого раза это хорошо. Времени было очень мало для репетиций, буквально их не было. И все вот пришлось на ходу, быстренько все это учить и репетировать. Жюри очень справедливое. Я очень благодарна проекту за такое вот, что я участвую в таком вот проекте. Спасибо. Следующая наша участница родилась и выросла в городе Мирный. По ее собственному признанию, она решила принять участие в нашем конкурсе с одной единственной целью, чтобы выйти из зоны комфорта и победить свой страх. Встречайте, дорогие друзья, для вас поет Алена Чижова. Всем привет, меня зовут Алена Чижова, я работаю в авиакомпании «Алроса», очень люблю петь. Решила попробовать себя, побороть свой страх и поучаствовать в конкурсе. Моя бабушка, когда я была маленькая, я слушала, как поет моя бабушка. Мне это нравилось, она старалась меня научить. Вот так вот привязалась ко мне вот это хобби. Везде всегда маленькая пела, везде, мне кажется, везде и всюду. У нас в авиакомпании каждый год проводится концерт, и стараюсь всегда принять участие. Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще девчонка лет 5, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И тогда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.
Алена Чижова, наша прекрасная участница. Алена, мечта исполнилась? Да. Да. Вы победили свой страх, и, наверное, теперь у вас уже можно будет часто наблюдать на каких-то концертных площадках в сольном исполнении. Возможно. Возможно. А дальше что? Какая еще мечта? Какую хотите покорить мечту? Что победить? Какой страх? Наверное, встать на лыжи или на сноуборд. Пусть все исполнится, ну а мы давайте узнаем мнение нашего уважаемого жюри. Я прошу озвучить свое мнение Стаса Петровича. Алена, во-первых, я поздравляю. Я знаю, что вы на сцене первый раз сольно выступили, да? Да. Вот, так что мои аплодисменты. Ну, для начала, мне кажется, даже очень хорошо вы исполнили песню. Спасибо. Мне понравилось. Большое Так, спасибо. и следующее. Вот и сразу первое исполнение, и сразу на телевидении. Это вообще здорово же, да? Вот Да. специально мы приехали из Якутии, телеканал Якутия 24, и вас снимает. Это вообще здорово. По телевизору себя увидите. И надеюсь, в дальнейшем вы не бросите это дело, а дальше будете продолжать петь, развиваться. Конечно, все приходит с опытом. Вот. Есть, конечно, недочеты именно по технике вокала, скажем, присутствовало волнение, вот это все есть. Но, я скажу, для первого раза это даже очень хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Стас Петрович. Алексей Анатольевич, каким будет ваше мнение? Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, самое то, что вы в первый раз так вышли, это уже победа у вас, я думаю. Да, конечно. Не каждый на это сподвинется, честно говоря. В общем, ну да, вот если, несмотря на какие-то там технические, там, с дикцией, мне понравилось, все отлично у вас было. Будем надеяться, что дальше будете продвигаться. Спасибо большое. Айкота Николаевна, ваше мнение? Добрый день, Алена. Ну, Аленочка, конечно, то, что вы сегодня нам показали, спели такую великолепную песню, композицию, да, в вашем исполнении прозвучало прямо у вас. То, что мне в вас понравилось, это великолепный чистый голос. Звучит оно так душевно. И в вашем исполнении, ну, как вот ваш голосок, как журчание ручейка. Для меня это вот как-то прямо очень чистенько, прямо такой чистый, великолепный, такой душевный голос, такое великолепное исполнение. Ну, естественно, присутствовало, как и говорили, да, в части того, что вы переживали так много, переволновались, но тем не менее мне очень все понравилось. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам. Мнение жюри озвучено, ну а я хочу дополнительно сказать, что у нас идет голосование, и все наши зрители, желающие поддержать в исполнении своей мечты нашу участницу Алену Чижову, достаточно отправить цифру 5 со словом «ход» на короткий номер 5533. Очень сильно волновалась, прям очень сильно переволновалась, но я свой страх все-таки победила. Очень сильно переживала. Сольно я выступала первый раз. Для меня это очень большая победа над собой. Всем участникам желаю удачи, победы, всего самого хорошего. Нашу следующую участницу зовут Альбина Петрова. На наш конкурс она приехала из села Арылах. История Альбины поражает любое воображение. Получив образование бухгалтера, проработав 10 лет, она буквально год назад ушла в другую сферу, в сферу культуры. И теперь она поет.
Всем привет! Меня зовут Альбина Петрова, мне 31 год. Я представляю село Орлах Мирнинского района. А участие в телепроекте для меня это вообще впервые в жизни я участвую в подобном проекте. Для меня это шаг вперед в моем опыте, так как я в культуре совсем недавно, более 10 лет я проработала бухгалтером. И в 31 год решила кардинально изменить свою профессию. Теперь я работаю в Доме культуры Той-Хая села Орлах руководителем самодеятельного коллектива. Всем участникам проекта желаю удачи и творческих успехов. Подо льдом от стужи прячась, дремлет Северное море, а у девушки якутки щеки алые, как зори. Вот идет она по кругу, ритме четками упругом, и волнует, и смеется, словно песня соловья. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Идет она по кругу, головою в такт качая, а над ней плывут снежинки, словно маленькие чайки. На снегу синеют тени от задумчивых оленей, и прозрачный месяц светит шерсть оленью серебря. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Подо льдом от стужи прячась, дремлет Северное море, а у девушки якутки щеки алые, как зори. Вот идет она по кругу, ритме четками упругом, и волнует, и смеется, словно песня соловья. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Якутяночка моя, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Альбина Петрова, наша участница, которая буквально год назад сменила свою деятельность из бухгалтера в работника культуры. Профессиональный совет, пожалуйста, для тех людей, для тех телезрителей, кто хочет что-то изменить в своей жизни, но боится. Считаю, что бояться ничего нельзя. Если душа лежит, то надо идти вперед, двигаться, стремиться, развиваться и ничего не бояться. Что ж, Альбина, давай мы вместе послушаем мнение нашего уважаемого жюри. Начнем, наверное, с председателя. Стас Петрович, вам слово, пожалуйста. Альбина, вот ведущая сказала, что после какого-то периода, да, вы поменяли профессию. Поверь, таких людей существует. Так что никогда не поздно. Можете смело работать, развиваться дальше. Еще раз повторяюсь, никогда не поздно. А вот что касается песни, вот именно сегодня я послушал вот эту фонограмму, я знаю, знакомая фонограмма. Много раз слушал тоже артистов в исполнении, да, вот именно вот с этой фонограммой, да, исполняли много раз. Знаешь, мне чего не хватило?
как-то песня пока не ложится. Мне кажется, новый репертуар для вас. Правильно? Мгм. Новый репертуар, поэтому, мне кажется, много раз надо петь для того, чтобы как-то песню прочувствовать, понять песню, да. Это как одежда. Вот я всегда своим ученикам говорю, для того, чтобы на сцене выйти и петь, надо просто много раз надо петь и почувствовать песню, просто переживать, пережить там и так далее. Вот мне вот этого сегодня не хватило. Вот именно Спасибо. Поверхностное исполнение песни. Но несмотря на это, скажу, дальше развивайтесь, пойте. Спасибо вам. Благодарим за мнение, но я хотела бы передать слово Айкоте Николаевне, пожалуйста. Что скажете вы? Здравствуйте, Альбина. Здравствуйте. Значит, конечно, хочется пожелать Альбине удачи в будущем. Сегодня вы великолепно держались, артистично, наряд великолепный, но немножко мне не хватило, как сейчас Стас Петрович сказал, немножко сыровато, да. И, конечно, может быть, подбор репертуара не совсем как бы ваш, хотелось бы сказать, да. Но в целом все хорошо. Спасибо. Спасибо. Алексей Анатольевич, ваша завершающая оценка. Альбина, здравствуй. Здравствуйте. Альбина, а мне все понравилось. Молодец. Спасибо. Добрый у нас. Я напомню, что в рамках нашего проекта «Вот это, да» действует голосование, и именно по итогам этого голосования будет определен победитель. Для того, чтобы поддержать нашу участницу Альбину Петрову, каждый наш зритель может отправить с порядковым номер 6 СМС с дополнительным словом «ход» на номер 5533. Ну а мы желаем успехов нашей конкурсантке. Я вот буквально на днях узнала про объявление, да, то, что будет телепроект. И я быстро песню выбрала и буквально пару дней отрепетировала, и вот сегодня вышла на сцену. Я не очень довольна своим выступлением, потому что сыровато. Сразу видно, что не отрепетировала много, да, из-за того, что было мало времени. Но в целом неплохо. Первый опыт у меня уже есть, так что дальше будем тоже пробоваться. Мне понравилось. Наша следующая участница Олеся Ефимова. По образованию Олеся экономист, но девушка с такими красивыми небесными глазами, в которых можно утонуть, занимается в свободное время творчеством. Поэтому под ваши бурные аплодисменты у экранов телевизора мы встречаем нашу новую участницу. Я Ефимова Олеся. Мне 28 лет. Я родилась в Алтайском крае. В 16 лет я переехала в Якутию. Здесь закончила школу почти с отличием. Дальше поступила в Новосибирский университет. Получила высшее экономическое образование. Здесь, в Якутии, встретила своего принца, вышла замуж. У нас родилась прекрасная, замечательная дочь Виталина. Ей 23 января будет 5 лет. Работаю в Сбербанке почти 10 лет. Сейчас в должности старший менеджер по обслуживанию. Я с детства люблю петь, участвовала в различных мероприятиях, в школе, в ДК. И сейчас я здесь. Благодарю за возможность участвовать в данном мероприятии и получить такой опыт. Познакомиться с талантливыми, хорошими людьми и получить много положительных эмоций.
красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная, бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Не играю, не притворяюсь, моих ошибок не перечесть, но верю в счастье, опять влюбляюсь, ведь я такая, какая есть. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная, бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Живу надеждой, живу мечтами, ты просто рядом, ты просто здесь, и мы друг друга узнаем сами, ведь я такая, какая есть. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная, бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная, бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Олеся Ефимова. Олеся, дорогая, можно ли сказать, что вы поете о себе, бессовестно счастливой девушке? Я, безусловно, могу сказать, что да, я счастлива. Я знаю, что у вас есть семья, у вас уже бегает дочка Виталина, которая вот-вот будет 5 лет, так? Да, совершенно верно. 23 января и будет 5 лет. А как вы решили исполнить эту песню? Почему именно эта композиция? Эта композиция — любимая композиция моего мужа. И эту композицию выбирал он. Какая прекрасная, я бы сказала, даже послушная супруга. И можно сказать, что эту композицию вы посвящаете свое выступление и участие в конкурсе, вот это да, ему, дорогому, любимому, единственному. Да, конечно. Давайте послушаем, как вас бессовестно счастливую оценят наши уважаемые члены жюри. И начнем, наверное, с председателя. Стас Петрович, вам слово. Я впервые услышал эту песню. Такая зажигательная песня. Вот муж правильно сделал. Подобрал очень хороший такой репертуар. Так, ну, скажем, наверняка после этой песни, после этого выступления долго буду петь эту песню. Так быстро ложится вообще. По поводу исполнения, да, вот были какие-то фальшивые моменты, но песня такая зажигательная, такая клубная песня, я бы сказал. Да, там нету таких сложных моментов для того, чтобы исполнить. Просто там поешь, например, ну, скажем так, там тесситура тоже не сильно большая, огромная. Вот. Мне кажется, исполнять эту песню вам нравится. Безусловно, вот. Конечно. Вот, я Она вижу, не первый раз в исполнении моем. Ну вот, да, я вижу, что я ощущаю даже, что вы не первый раз исполняете эту песню, стоите и вообще балдеете, поете. Это здорово. Мужу привет.
Тут хочется тостом, знаете, завершить Да, я ваше тоже слово. хотел. Да, чтоб каждая супруга любого мужчины вот хотела так балдеть и пела вот эту А я бы песню сознанием предложил дела. вот так. Каждая женщина должна выучить эту песню вообще, 100%. И всегда исполнять, хоть дома. Такое вот партийное задание — быть счастливой бессовестно, да? Да. Вот пусть будет так, я согласна. Давайте послушаем, что об этом думает наша прекрасная половина члена жюри Айкота Николаевна. Олеся, ну, в вашей песне, так как вот мы сейчас разговорили по тексту, да, что прозвучало там как раз «осуждать меня не стоит», но смотрите, как раз так как мы члены жюри, конечно, осуждаем, но хочется сказать, конечно, без шуток, что песня такая немножко внутри по характеру должна исполнять, мне кажется, это лично мое мнение, значит, девушка, которая немножко дерзкая, да, немножко вот такая раскрепощенная. А тут, получается, ваш внутренний характер, по моему личному взгляду, вы такая спокойная, такая хрупкая девушка, которая поют такую дерзкую песню. Вот. Но, тем не менее, ну, молодец, неплохо исполнили. Ну и, Спасибо большое. да, и участвуйте в различных конкурсах. Пожелаем вам удачи. Спасибо большое. Всего доброго. Алексей Анатольевич, ваше мнение? Олеся, здравствуй. Ну, я согласен, да, дерзкая песня. Ну, здесь и надо было себя точно так же вести. То есть идти уже, видимо, в разнос, если честно сказать. Вам надо, видимо, только взять несколько уроков по вокалу, и у вас все будет прекрасно. Спасибо Всё большое. отлично. Мы благодарим членов нашего уважаемого жюри за мнение. Ну а я хочу сказать, что Олесю могут наши телезрители поддержать своим голосом. Призываю всех бессовестно счастливых проголосовать за нашу конкурсантку Олесю Ефимову, отправить цифру 7 со словом «ход» на номер 5533. Будьте счастливы. Спасибо большое за возможность поучаствовать в данном мероприятии. Спасибо большое жюри за их мнение. Так как я занимаюсь самодеятельностью и не обучалась ранее в музыкальной школе, то пару уроков вокала, я думаю, что действительно стоит взять. И в следующий раз мы пройдем финал. Следующая наша юная участница Саина Савинова. Сама она родом из села Рылах, однако в настоящее время является студенткой Новосибирского авиационного технического колледжа. Специально для участия в нашем проекте наша уважаемая Саина находится сегодня в городе Мирный со своей композицией. Меня зовут Саина Савинова. Учусь в городе Новосибирск в авиационном техническом колледже. Выросла в небольшой семье. У меня есть родные сестренка и братья. Также я закончила детскую школу искусств. Также с детства занимаюсь творчеством. Активно участвую в различных конкурсах, такие как «Бриллиантовые нотки», «Синяя птица», «Мирный поэт о мире». Люблю в свободное время заниматься вокалом, танцами, также посещаю спортивный комплекс. Хочу связать свою дальнейшую жизнь с творчеством и благодарю за участие. Тихо-тихо в нем я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь.
больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне, и не унесла тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Я ухожу, и нет ни меня, ни нас, и обычный свет успокоил так, как ни я, ни ты. Крик где-то в тишине, не зови меня, я не повернусь, и прости меня. Больше не вернусь. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Саина Савинова, наша, пожалуй, самая юная участница, дорогая Саина. Рада выступлению? Да, очень рада. Довольна выступлением своим? Да. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты будущий программист. Это правда? Да. Но при этом ты хочешь свою жизнь связать с вокалом. Где связь? Кто-то в семье поет? Да, у меня в семье поет дедушка мой и тетя. То есть это уже наследственное. Давай вместе послушаем мнение наших судей. Я хотела бы слово передать Алексею Анатольевичу. Саина, здравствуй. Здравствуйте. Ну что, песня красивая, песня эмоциональная. Вот бы тебе побольше бы артистизма бы проявить, было бы вообще прекрасно. Голос чистый, прекрасный. Вот именно что пожелание тебе двигаться на сцене. Хорошо? Спасибо. А так все отлично. Благодарим за ваше мнение, Алексей Анатольевич. Слово хотелось бы передать Стасу Петровичу. Такой ангельский голос, чистый такой, еще без никаких обертонов там и так далее. Саина. Мне не хватило в конце эмоций. Вот эта песня Максима Фадеева «Танцы на стеклах» это называется, да? Вот там вообще, если хорошо понять эту песню, кстати, не каждый понимает эту песню. Вот, понять там очень много эмоций. Вот, и мне не хватило вот этого. Ну, что-то делала, я согласен, что-то делала, но мне не хватило вот именно еще драйва вот такого. Вот, и такой прекрасный, такой ангельский голос. Вот, если вот сейчас Эмилия говорила, что хочешь связать свою жизнь еще и с вокалом, соответственно, да вот, надо учиться у педагогов, вот тогда будет все.
Давайте договоримся, что через несколько лет я должен видеть вас на сцене. Обязательно. На сцене театра, оперы и балета. На меньше мы не согласны. Уверены, потенциал есть. Даже я обещаю, да, если я увижу афишу, я сразу куплю билет и буду смотреть на ваше выступление. Спасибо большое за такое, я бы сказала, профессиональное благословение, Стас Петрович. Айкота Николаевна, ваше слово. Ну, Саиночка, голос, конечно, ангельский, великолепный, чистый голос. Ну, хотелось бы, конечно, сказать то, что исполнение тоже как бы меня привлекло, но тем не менее, так как я как член жюри обязана что-то сказать плохое, да, ну не совсем плохое, но обязательно скажу. По поводу того, что, значит, я немножко не поверила в силу своего возраста, в силу своей юности, скорее всего, да, то, что мы сегодня прозвучало, то, что самая юная исполнительница. Сколько вам лет, Саина, если не секрет? 18. 18 лет. Школу уже закончила. Но, тем не менее, это надо пережить же, да, вот эту песню надо пережить. А в силу того, что, видимо, еще непонимание этой песни, эмоционально как бы не прожила эта песня, да, вот, не передала всю как бы душу этой песни. Ну а так, конечно, исполнение неплохое, хорошее исполнение, чистенький такой вокал, голос такой ангельский, чистенький. Но пожелаем удачи в будущем. Да, чтобы на сцене мы тебя не раз еще увидели. Спасибо. Спасибо. Удачи и больших профессиональных успехов мы желаем нашей конкурсантке под номером 8 Саине Савиновой. Могут наши телезрители присоединиться к этим добрым пожеланиям и отправить номер 8 со словом «ход» на короткий номер 5533. Голосуйте, друзья. Я довольна своим выступлением, но могла бы лучше. Также выслушала, приняла мнение жюри. Думаю, да, мне не хватает артистизма, эмоций. Я, да, не пережила эту песню. Мне члены жюри посоветовали дальше продолжать связывать свою жизнь с творчеством, обязательно еще раз выступать на этой сцене и показывать талант. Ну а далее наш микрофон проекта «Вот это да» переходит в крепкие мужские руки хормейстера Дома культуры «Вилюйские огни» поселка Чернышевский. Наш следующий конкурсант Никита Егоров. Здравствуйте, меня зовут Никита Егоров. Я родом из города Улан-Удэ, Республика Бурятия. Представляю поселок Чернышевск, ДК «Вилюйские огни». Я лауреат межреспубликанских конкурсов и межгородских, как среди академических вокалистов, так и эстрадных. Окончил ДШИ номер 14 по классу фортепиано, после чего окончил колледж имени Петра Ильича Чайковского в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия. Работал в оперном театре, артистом хора на протяжении 5 лет. На данное время работаю руководителем вокальных коллективов, а именно в Доме культуры «Вилюйские огни» хормейстером. Педагогической деятельностью занимаюсь уже 7 лет. Здесь судьба моя, здесь душа моя, реки и поля добрых песен грусть. Первый локоть в кровь, первая любовь, в шепоте садов первое забудь. Здесь мои друзья, здесь моя земля, робкая заря и осенний дым. Здесь лаская ночь, спит спокойно дочь, учит первый дождь сына смелым быть. Я
смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя Россия. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя, сильная моя Россия. Видят с высоты на церквях кресты. Все, кто с той войны не пришел домой. И без берегов слезы стариков. Те, кто был готов стать землей сырой. Научи простить, верить и любить, неприступным быть, но родным для всех. Здесь судьба моя, здесь душа моя. Бог хранит тебя в наш безумный век. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя Россия. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя, сильная моя. Я смеюсь, я живу, этот воздух добром согрет. Я вижу солнце, свет и сны цветные. Я молюсь, я хочу, чтобы чистым был твой рассвет. Гордая моя, сильная моя Россия. Никита Егоров. Никита, вы профессионал своего дела, у вас музыкальное образование. Не могу вас не спросить, нормально ли это, когда профессионал волнуется, и волнуетесь ли вы? Да, каждый профессиональный артист всегда волнуется перед каждым выступлением. Капелька-долька тревожности есть, конечно, в наших сердцах и душах. Но, честно говоря, ваше волнение лично мне было незаметно. Давайте послушаем мнение нашего уважаемого жюри. Так, Никита, здравствуй. Ну, чувствуется, естественно, что профи, все прекрасно. Только одно не понравилось, там кое-где, когда наверху уходишь, тембрально, совершенно по-другому. То есть, как бы, все, ну, прекрасно видно, что профессионал, но как бы такое вроде непростительное чуть-чуть. А так все отлично. С напором все подобрано. Все прекрасно. Спасибо. Стас Петрович. Никита. Вот я эту песню исполняет вроде Сосо Павлишвили, да? Вот и я вот начало вообще очень хорошее, хорошо начали вообще. Там и субтоны хорошие звучали, так спокойно, хорошо начали, и чисто так. А потом начинается вот такое. Я хотел бы посоветовать, да, такое, не сильно копируйте оригинального артиста, потому что это сильно заметно. И даже не просто вокально, да, и мимически тоже. Хорошо, вот этот момент. Я хочу видеть вот сейчас на сцене Никиту
Егорова. Вот у меня вот ассоциация вот такой. Вижу вас и вижу вот, например, Сосо. Вот чтобы такого не было, вот когда вы репертуар берете какой-нибудь, да, ну, каждый человек, каждый вот артист профессиональный, вы говорите профессиональный артист, соответственно, по-своему исполняет эту песню, по-своему переживает эту песню. Вот, мне вот этого сейчас не хватило. Ну, и у вас начинается с какого-то там с припева уже такие фрай, страбас, вот такие моменты, да. Но сильно находится это все позиционно неправильно. Вот, если, не знаю, по вокалу учились или нет, но позиционно это сильно, поэтому у вас слышно вот перегруз именно в голосе. Вот эти моменты, надеюсь, когда вот дальше, если будете развиваться, то если вот какой-то урок возьмете, у преподавателя вокала наверняка покажет, как это все красиво, естественно делается. Просто сейчас вот в конце песни мне вас просто жалко стало. Вот. Хорошо, так что, ну, несмотря на это, желаю удачи в профессиональной деятельности тоже. Спасибо. Коллега. Вот, развивайтесь. Спасибо. Спасибо. Айкота Николаевна. Ну, когда мужчина выступает, естественно, все женщины всегда тают. Естественно, в белом костюме такой красивый мужчина вышел, спел песню. Ну, конечно, вот и прямо сорвался прямо с языка Стас Петрович. Прямо хотела, заметила это, да? Именно подражание артисту, который исполняет эту песню, именно Сосо. Именно вот особенно вот эти вот припевы, прям подражание, копирование конкретное Сосо Павлишвили. Да, вот это конкретно я хотела сказать, и вот Стас Петрович все очень красиво, четко, ясно сказал. Да, но в свою очередь, конечно, и голос у вас прекрасный, ну, в силу того, что вы еще заболели, кажется, да, но вот меня всегда заводят такие голоса мужские, низкие, такие скрипотцой именно, да, рокерские голоса такие. Но, да, все это у вас присуще, как бы, да, но, тем не менее, вот есть такое, ищите свое направление, что и действительно именно на сцене должен стоять не Сосо Павлишвили, как Стас Петрович сказал, а именно, да, действительно Никита Егоров. Это правильно, четко прямо сказано. Вот. Ну и, конечно, удачи в будущем. Надеюсь на то, что мы будем вас часто видеть теперь у нас уже на сцене. Не только у ТКЦ, но и Дома культуры «Алмаз». Спасибо, вот. да. Ну и удачи во всем. Спасибо большое. Спасибо. Никита попался вообще. Я уже это понял. Я напомню, что наши телезрители могут поддержать нашего участника, нашего Никиту Егорова, направив номер 9 со словом «Ход» на короткий номер 5533 СМС-сообщением. Мы желаем удачи нашему участнику, профессиональных успехов и крепкого здоровья. Спасибо. В целом своим выступлением доволен. Немножко подвел голос, то есть так как в связи с болезнью трехдневной связки подсели, верха чуть-чуть не звучали. Так, в принципе, все было шикарно, все в моем исполнении, как хотелось бы это сделать, преподнести, как говорится, изюминку на торте. Жюри всем понравилось мое выступление, но нужно поработать, сказали, над личным своим исполнением, а не пародировать другого исполнителя. То есть нужно сделать свое конкретное амплуа. Будем работать, идти к успеху, все дальше и дальше. Следующий номер обещает быть не менее красивым, потому что наша следующая участница Марина Ханина. Она окончила Херсонское музыкальное училище по специальности академический вокал. Поэтому мы желаем всем нашим телезрителям удовольствия. Здравствуйте, меня зовут Марина Ханина, мне 36 лет. Я живу в городе Мирный, работаю в среднеобразовательной школе номер 1, учителем музыки.
Всю мою жизнь я занимаюсь музыкой. Без музыки нет в моей жизни. Очень счастлива и рада, что есть возможность, не выезжая из города, поучаствовать в телевизионном песенном конкурсе. Музыка, она объединяет, вдохновляет. Ведь нет ни одного человека, который бы не любил музыку. Всем участникам желаю огромной удачи. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, наведу всех знакомых, уведу, уведу на радость и беду. Одной натянутой струной связаны мы с тобой. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа. Ложь не нужна, ей грош цена, струна оборвана. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Музыка, музыка. Марина Ханина. Знаете, вот вы поете без музыки тоска, и можно ли представить свою жизнь без музыки? Точно нет. Что вы слушаете обычно? Я слушаю разную музыку, в основном по настроению.
чаще что, например? Чаще оперу? классика. Классика, наша тема. Давайте послушаем, что скажет наше уважаемое жюри. Стас Петрович, здравствуйте. Вот это да, очень хорошее исполнение. Вот от начала до конца песни я честно слушал эту песню. Вот, и мне очень понравилось именно, как вы относитесь к этой песне, как исполняете эту песню, как переживаете эту песню. Да, и есть какие-то моменты, да, вот по поводу каких-то моментов хотел еще мягче, чтобы взяли ноты, в каких-то моментах, наоборот, экспрессии не хватило, да, вот, но, скажу так, видно, что вы учились, я ведь прав, вот, и поэтому, и, скажем так, у вас репертуар такой сложный. Кстати, очень любимая песня вообще, один из таких моих любимых песен, скажу. Вот. Я эту песню тоже исполнял много раз, вот, поэтому, возможно, вот вместе с вами я сидел. Я буду только рада исполнить вместе с вами, да, как-нибудь. Да, давайте вот, можем, если что, в Якутске встретимся и споем. Все возможно. Да. Вот. Музыкальное свидание вам уже назначают. Вот, и скажу такие моменты, вот такие песни исполнять красиво и классику такую исполнять, да, вот приятно. Еще раз поздравляю вас. Вы профессиональный человек, профессионально занимаетесь музыкой, и не забывайте музыку, ведь без музыки это тоска вообще. Я поддерживаю. Спасибо. Я думаю, поддержит и Айкота Николаевна. Без музыки тоска ведь. Ну, естественно, Мариночка, ну, прямо мурашки. У меня мурашки прямо по телу. Услада, прямо ваш голос, Услады для ушей прям моих. Невероятно, прямо красивейший голос, диапазон такой прямо, ну, все великолепно. Мне нечего сказать. Спасибо большое. Спасибо. Ну, честно говоря, здесь даже слов нету. Я могу сказать только браво. Все прекрасно. Уцепиться вообще не за что, честно говоря. Спасибо. Дорогие друзья, кто получил такое же удовольствие от выступления нашей конкурсантки Марины Ханиной, могут отправить СМС со словом «код» на короткий номер 5533 и указать номер 10. Я очень волновалась, потому что достойные соперники, я считаю. Поэтому, конечно, волнение присутствовало. Но я думаю, что могла бы спеть получше. Ну, в целом, я довольна своим выступлением. Но телевизионный конкурс – это мой первый. Я очень рада, что я приняла в нем участие. Думаю, будет второй. Следующий наш участник под номером 11 – Вадим Журавель. Отличительно то, что он также не является профессионалом, трудится в поселке Чернышевский на Вилюйских ГЭС. Какой же номер для конкурса подготовил наш следующий участник, мы узнаем вместе с вами прямо сейчас. Я Журавель Вадим. Приехал на конкурс «Вот это да». Решил поучаствовать. Я с поселка Чернышевский. Работаю на каскаде Вилюйских ГЭС электрослесарем. Я бригадир участка собственных нужд. Поселок у нас маленький, городского типа, очень дружный. У нас, как постсоветское пространство, люди всегда выручат, не оставят в беде. Если на дороге что случилось, всегда остановятся и помогут. В целом, желаю всем удачи.
на Мамаевом кургане, когда буйно во дворах сирень цвела. Приходила к сыну мама, и беседу с ним последнюю вела. Ты прости, прощай, мой сын, любимый Ваня, одиночество в мою стучится дверь. Не приду к тебе я больше на свидание, одного тебя оставлю я теперь. На скамеечку в тени она присела, где ласкают ветви тополя гранит. Поклонилась и сказала: Елисеевна, тихо руки на колени положив. Ты прости, прощай, мой сын, любимый Ваня, одиночество в мою стучится дверь. Не приду к тебе я больше на свидание, одного тебя оставлю я теперь. Это было на Мамаевом кургане, к сыну мать пришла с далекой стороны. Поклонилась мама бронзовому Ване, сыну Ване, не пришедшему с войны. Ты прости, прощай, мой сын, любимый Ваня, одиночество в мою стучится дверь. Не приду к тебе я больше на свидание, одного тебя оставлю я теперь. Вадим Журавель, наш участник под номером 11. Вадим, я не могу не спросить, как давно вы занимаетесь игрой на гитаре? Игрой на гитаре я увлекаюсь, лет с 17, но чтоб такого постоянства у меня как бы и не было. Так периодами бывают какие-то ситуации, истории в жизни, что просит душа что-то сыграть, к примеру, и руки сами берут и делают. Прекрасное хобби. Можно так, видимо, сказать, да? Давайте послушаем профессиональную оценку нашего компетентного жюри. Стас Петрович. Вадим, спасибо за исполнение такой красивой песни. Действительно, такие песни просто без слез невозможно слушать, на самом деле. Вот «Мамаев курган» для меня такая... Про Сталинград я очень много читал, изучал, много у меня постановок было, да, много песен учил своим воспитанникам. Поэтому вот эта история для меня вообще такая, очень-очень такая, скажем так, близкая, да, для меня. И взял такой репертуар смело и исполнил сегодня, да, под гитару еще тем более. Поэтому, скажем так, благодарность. Во-вторых, по поводу сейчас вокала, конкретно по вокалу. Очень тихое исполнение было, очень тихое. И в некоторых местах я, скажем так, нечетко понимал, о чем поешь вообще.
Вот. И вот так можно исполнить, да, вот где-то в комнате у себя дома, находясь, да. А вот сейчас, в данное время, вы, например, находитесь на сцене, поете для нас, поэтому подачу должны делать обязательно. Просто без этого номера не будет. Например, когда в комнате сидишь и поешь, вот только что вот ответили на вопрос ведущего, да, что если, например, время бывает, я беру гитару и играете. Да, вот в комнате можно так петь для себя. А вот сейчас вы поете для нас. Вот этого мне не хватило. Хорошо? И очень музыкальный человек. Я вот просто тоже хотел задать такой вопрос. В детстве занимались ли музыкой вообще? Или учились, не знаю, там в музыкальной школе, такого не было? Ходил 1 год на баян, но дальше что-то не пошло. Музыкальный электрик, оказывается, вообще. Электрик-слесарь. Спасибо. Спасибо. Слово передается Айкоте Николаевне. Добрый день, Вадим. Ой, ну, в продолжение, да, Стаса Петровича, значит, хотелось бы сказать, конечно, вы очень музыкальны, песня такая интересная, но в свою очередь я хочу сказать, что вы выбрали, это только лично мое мнение, да, выбрали песню совсем не конкурсную. Вы не показали свой вокал, действительно, вот, ну, песня такая спокойная, тихая, да, вот как рассказ рассказывается, и поэтому нигде мы не увидели ваши диапазоны, ваши вот именно красоту вашего вокала и так далее. Ну, особо вот не увидели и не услышали, так скажем. Ну, в будущем хотелось бы, если бы вы, ну, естественно, вы молодой еще, да, будете участвовать в различных конкурсах, ну и постарайтесь при подборе репертуара ну, показать хотя бы на то, что вы способны, да, вот выбрать именно такой репертуар. Ну, конечно, хочется удачи пожелать, ну и всего самого наилучшего. Спасибо. Алексей Анатольевич, вам слово. Вадим, здравствуй. Я даже могу, в принципе, сказать, почему у тебя не получилось. Во-первых, у нас конкурс вокальный или инструментальный? Я понял вокальный. Вашу точку зрения. Вот, у тебя все внимание было на гитару. Прекрасный аккомпанемент, все. Но дело в том, что ты на самом деле твоего вокала никто не услышал, потому что у тебя все внимание туда, где звук. Этого звука нету, поэтому ты его и не услышал. Где звук? Нету. Пропадает. Все внимание туда у тебя. Поэтому на будущее, наверное, или заведи себе аккомпаниатора, который тебе будет играть хорошо, или именно что контролируй голос и контролируй это. Только так. А так все отлично, молодец. Мне понравилось. Спасибо. Мы благодарим за конструктивную и аргументированную критику членов нашего уважаемого жюри. Ну а я хочу напомнить, что Вадим Журавель у нас конкурсант под номером 11. И все наши телезрители могут проголосовать за него, отправив на короткий номер 5533 со словом «ход» цифру 11. Первый раз лично выступал на сцене. Это для меня, так скажем, хороший опыт. Песню я выбрал не самую удачную, конечно, для репертуара голоса. Но рад, что позволили мне ее исполнить на сцене, что люди услышат и будут знать о творчестве людей, народное, русское. Понравилось, что меня приятно встретили, вот. Все были рады, дали мне правильную критику, аргументированную. Аккомпанировал на гитаре более-менее, а голоса так как такового не было слышно, так как и петь не умею в микрофон, и песня сама по себе как рассказ. Благодарю за участие в проекте, мне очень понравилось.
Дорогие телезрители, мы очень рады, что этот вечер вы проводите в компании телеканала «Якутия-24». А сейчас пришла пора узнать, по мнению жюри, кто же на самом деле оказался самым сильным и самым красивым голосом Мирнинского района. Ну, в целом конкурс прошел неплохо. Очень участники такие подготовленные, можно сказать, да. И я хочу, конечно, сказать то, что Мирный — это поющий город, очень много талантливых людей, молодежи и так далее, очень поющий город. Мирнинский район, не только город, да, Мирнинский район в целом очень поющий город. Ну и, конечно, хочется пожелать всем участникам, чтобы в будущем, вот молодежь есть, которая очень талантливые, мы сегодня послушали, очень талантливые такие молодые девушки, парни, но есть чему стремиться. Есть чему стремиться, что в будущем наверняка будут покорять новые вершины, покорять новые горы, вершины. Ну и, несомненно, хочется, конечно, профессионал есть профессионал, хочется выделить, конечно, одного человека. Как жалко, что первое, второе, третье места нету. Для нас это как бы немножко очень обидно за других участников. Спасибо Мирнинскому району за такой, скажем так, теплый прием. И спасибо данному конкурсу и участникам. Мне лично, как члену жюри, очень понравилось. И что хотелось бы сказать. Конкурсанты, такие талантливые, поющие, да, действительно, Мирнинский район — это такой поющий район, оказывается. В разных конкурсах я иногда бываю, в жюри сижу, да, но от Мирнинского района я мало слышу конкурсантов, но вот я сегодня убедился. Ну, я знаю, здесь проходят хорошие конкурсы, я бывал не раз, так что вот конкурсантам я бы хотел пожелать удачи, чтобы не останавливались, продолжали петь, несмотря на то, что у них профессия другая. Мне вот это очень сильно, вот этот момент очень сильно понравился, да, вот, имея, скажем так, другую профессию, они и поют так хорошо, и увлекаются этим. Вот это мне очень сильно радует. Ну и, соответственно, единолично мы тоже выбрали одного участника. Лидером этого конкурса является настоящий один участник. Хотелось бы, конечно, чтобы она дальше продолжала, развивалась, и, соответственно, и их ученики. Вот. В целом конкурс, скажем так, очень хорошем уровне прошло. Ну, мое мнение, конкурс прошел на уровне. Очень много новых имен здесь появилось, я услышал. Конкурс очень понравился. Все прекрасно. После обсуждения мы все приняли, что победителем становится Марина Ханина. Вот это да. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Только что мы узнали имя победителя, по мнению профессионалов нашего песенного конкурса «Вот это да». Ну а второго победителя, дорогие телезрители, определяете вы. Голосуйте за понравившегося участника. Проголосовать можно с помощью СМС, отправив на короткий номер 5533. Вначале пишем слово «ход» и указываем номер участника. Участник под номером 1 – Андрей Гуков. Участница под номером 2 – Аяна Токарева. Участник под номером 3 – Федор Василиогла. Участник под номером 4 – Сесек Мандагаева.
Участница под номером 5 Алена Чижова. Участница под номером 6 Альбина Петрова. Участница под номером 7 Олеся Ефимова. Участница под номером 8 Саина Савинова. Участник под номером 9 Никита Егоров. Участник под номером 11 Вадим Журавель. Наше голосование началось еще в начале эфира и завершится уже в пятницу вечером. Кто же станет победителем от Мирнинского района, вы узнаете ровно через 1 неделю. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.